Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе обнаружена растрата на 30 миллионов. Генпрокуратура завела уголовные дела в отношении должностных лиц таможенного комитета. Пострадавшим будет оказана посильная помощь. В Очимчирском районе подсчитывается размер ущерба от снегопада. Долгосрочный прогноз несостоятелен. Синоптики Абхазии не обещают больших морозов. В парламенте Абхазии готовится к принятию законопроекта о повышении ставки налога на добавленную стоимость до 10%. Несмотря на то, что закон об НДС еще не принят, цены уже начали постепенно ползти вверх. О ситуации на рынке продуктов питания и о том, какие факторы влияют на их ценообразование, репортаж на Аллы Мукба. Предновогодняя суета прошла, ажиотажа на центральном рынке столицы не наблюдается. Но жизненно важные товары, продукты питания население продолжает покупать. Цены же неприятно удивляют покупателей. Они по-прежнему ползут вверх. И это, как оказалось, вызвано не только повышением спроса в предновогодние дни. Конечно, подорожали, да еще и насколько. И все подорожало, не только что-то. Цены в отдельных магазинах разные, но в целом за последний месяц, как говорят продавцы, продукты питания подорожали в среднем на 10%. Стоимость товаров они устанавливают с учетом цен на оптовых складах, откуда реализаторы и получают продукцию. Ну вот кофе подняли, яйца, ну вот эти крупы, молочка, все. Сказали, не подымут, но поднимают почему-то. Берем товар, и у нас прибавляют они, мы прибавляем тоже. Поэтому так. Повесились. Ваш товар подорожал, бытовая химия? Ну, бытовая химия на рублей 20-30 вот так поднялась. И включая сейчас НДС, то, что включили там, вообще не ясно, будут товар получать дальше или нет. Экономика Абхазии строится на рыночных отношениях. Несколько факторов влияют на формирование цен. Это себестоимость продукции, конкуренция цен, а также соотношение спроса и предложения. Практически все продукты питания в Абхазии импортные. Вот почему экономическая ситуация в мире и рост валюты напрямую влияют на ценообразование в нашей стране. Между тем, в парламенте Абхазии готовится к принятию закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость до 10%. При этом около 100 наименований товаров не попадет под его действие. В их числе мясная и молочная продукция, медикаменты, овощи, мука и крупы, а также товары для детей. Закон призван увеличить поступление в бюджет. Станет ли принятие закона об НДС еще одним толчком для повышения цен, покажет время. Алла Мукба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сотрудники Генпрокуратуры Абхазии в результате проверки выявили разницу в таможенных платежах за прошлый год в сумме около 31 миллиона рублей. Речь, в частности, идет о разнице между оприходованными в кассу таможенного комитета и сданными в банк платежами. По данному факту Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц таможенного комитета по статье «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. В конце декабря 2015 года в Генеральной прокуратуре Республики Абхазия поступило сообщение от председателя Таможенного комитета Республики Абхазия Даура Кобахи о том, что внутриведомственной комиссии были выявлены грубейшие нарушения учета и ведения финансово-хозяйственной деятельности и поступления денежных средств в кассу Таможенного комитета Республики Абхазия. В ходе расследования будет подвергнута проверке финансово-хозяйственная деятельность Таможенного комитета и за предыдущие годы. На 82-м году жизни ушел из жизни народный артист Абхазии, писатель, поэт, драматург Рушни Дёпуа. Рушни Дёпуа родился 25 февраля 1934 года в селе Члоо Очимчирского района. Окончил Тбилисский государственный театральный институт имени Руставели, затем Московский литературный институт имени Горького и высшие театральные курсы. С 1961 года актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Его пьесы не раз ставились на сцене Абхазгосдрамтеатра. Рушни Дёпуа удостоен ряда почетных званий. Заслуженный артист Абхазской ССР, заслуженный артист Адыгеи, народный артист Республики Абхазия. Рушни Дёпуа – член Союза писателей СССР, Союза писателей Российской Федерации, Ассоциации писателей Абхазии, кавалер ордена Ахтапша III степени. Автор 12 книг. Уход из жизни Рушни Дёпуа является для Абхазского театра и драматургии большой утратой. Память о нем навсегда останется в
наших сердцах, говорят его коллеги-актеры. Распоряжением премьер-министра Абхазии Артура Меквабия создана правительственная комиссия по организации похорон Рушни Дьопуа, которую возглавляет первый вице-премьер Шамиль Азанба. Похороны народного артиста Абхазии Рушни Дьопуа состоятся во вторник, 12 января. Гроб с телом покойного будет установлен в Абхазском государственном драматическом театре. Траурный митинг начнется в час дня. К другим новостям. 10 тысяч туристов посетили Абхазию в период новогодних каникул, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2015 году за этот же период республику посетили около 13 тысяч гостей. В Абхазии ожидали большего числа гостей, но из-за погодных условий некоторые экскурсии были отменены. К примеру, дорога на Арицу была перекрыта, и добраться туда можно было лишь на машинах повышенной проходимости. В результате Рицинский реликтовый национальный парк с 1 по 10 января этого года посетили 3652 экскурсанта. На аналогичный период прошлого года 5450 человек. На Вафонскую пещеру 6983. В 2015 году их было 8899. Об этом сообщает Апсна Пресс. Выпавший в первых числах января снег нанес немалый ущерб Чимчирскому району. Пострадали не только частные, но и теплично-фермерские хозяйства района. Более 25 миллионов рублей ущерба нанесено тепличному хозяйству «Зеленая Абхазия». Там упали более 120 теплиц общей площадью 40 гектаров. Также из-за обильных снегопадов разрушен отрезок проселочной дороги в селе Меркула. Под тяжестью снега рухнула крыша здания животноводческой фермы в селе Кутол. Фермеры отмечают, что более 20 голов крупнорогатого и мелкого скота погибли под рухнувшей кровлей. По словам главы района Хрипса Дьопуа, пострадавшим будет оказана посильная помощь. Новый год в стране начался со снега. Интернет-сайты еще обещают в Абхазии большие морозы на Крещение. Так ли это на самом деле, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. Как уверяют специалисты, самый точный прогноз погоды – до 5 суток. Долгосрочному прогнозу полностью доверять не стоит. Нашумевшая информация на сайте Гидметео о минусовой температуре в Абхазии до минус 11 градусов заставила многих поволноваться, особенно сельчан. Для многих из них цитрусовые, а именно по ним в первую очередь ударит мороз – источник существования. Цитрусовые способны выдержать лишь небольшой мороз. Даже минус 8 для них гибельно. К примеру, в 2012 году температура воздуха в Абхазии опустилась до минус 3 градусов по Цельсию. Выпал снег, ударили морозы. Большая часть урожая оставлена на деревьях, погибла. Был нанесен огромный урон хозяйствам и в целом экономике страны. Около 20% всего урожая безвозвратно было потеряно. В общем, переживания жителей страны из-за природных катаклизмов вполне понятно. Остаться без электричества и воды – перспектива, согласитесь, малоприятная. Но, как утверждают специалисты, хоть и зима обещает быть щедрой на снег, глобального похолодания не будет. Абхазия характеризуется особым климатическим условием. И те существенные морозы, которые прогнозируются в Российской Федерации, то, что они не дойдут на территории Абхазии, здесь будет господствовать местные, большей своей части местные циркуляционные процессы. Это в первую очередь очень теплое море для зимнего периода. Ну, представьте, 10 градусов на обширной акватории, которая практически во всей территории Абхазии, конечно, будет отдавать свое тепло. Мы не видим значительных перепадов температуры, мы не видим значительных понижений температур, которые мы называем для Абхазии даже 5-6 градусов минусовых. Они будут находиться в пределах положительных температур. Тут даже январь, даже возможно и февраль, практически преимущественно будут преобладать плюсовые температуры. Прогнозы метеослужб изменчивы, как и сама погода. Лучше ориентироваться на народные приметы. А еще лучше просто подготовиться к похолоданиям, как положено. Рената Шакая, Сейтайба, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде на ближайшие сутки. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью временами дождь, днем осадки прекратятся. В горах снег. Температура воздуха ночью 4,6, днем 10-12 градусов.